Его зовут... Как его зовут? Неважно, как его зовут. Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Эхо Якутии. Сегодня мы поговорим о жизни, хоть и короткой, но яркой, первого ученого из Якутии Константине Гавриловиче Неустроеве. Константин Гаврилович Неустроев родился в городе Якутске 15 мая 1858 года, третьим ребенком в своей семье. Вообще о его семье это отдельно можно было бы снять выпуск, но вот если очень коротко, да, практически ничего не известно об его отце. Гаврил Константинович Неустроев это был такой крупный чиновник, он работал при губернаторе в городе Якутске, представлял губернаторскую власть. Сам он уроженец Нижегородской губернии, то есть такой вот на самом деле русский по национальности, но, как пишут историки, он такой больше сахаляр, багный, да. А что касается матери, то ее звали Марфа Никифоровна Гермогенова, она из знатного рода Гермогеновых. Ее отец, знаменитый Никифор Гермогенов, был такой князь западно-кангаласского улуса. Он был заседателем Степной думы, то есть не последний человек вообще в республике, в районе в частности. Прозвище его было Чохоной. Человек не бедный абсолютно. У него было 11 детей, что говорит, собственно говоря, о его достатке, да, жизненном. Все как положено. Это 19 век, середина 19 века. У него крепостные, у него огромное количество скота, у него там, все хорошо. Сам он по себе тоже такой, справедливый, правильный мужик, меценат за справедливость, да, никогда не обижал слабых, скажем так, поддерживал инициативы местные. Такой хороший, крепкий, хозяйственный мужик. Марфа Никифоровна, собственно, была его дочерью. Есть данные из метрических записей семьи Неустроевых. Там записано о том, что 5 мая 1848 года состоялось бракосочетание Гаврила Константиновича с Марфой Никифоровной, более известной из рода Иргитского хангаласского улуса. Вообще так случилось, что когда Константин родился, спустя 2 года его мать была снова на сносях и должна была родить ребенка, девочку. Роды были очень сложные, в результате этих осложнений, к сожалению, его мама умирает. Еще спустя 5 лет умирает отец, и в 7-летнем возрасте наш Константин Гаврилович остается сиротой. Вообще историки и биографы говорят о том, что осиротел он в возрасте 5 лет, но если мы посмотрим на годы жизни его отца и когда родился сам Константин, то тут немножко даты не сходятся, и, соответственно, осиротел он не в 5-летнем возрасте, а в 7-летнем возрасте. Это тоже такая историческая ремарка. Когда, собственно говоря, это горе произошло, заботу о воспитании маленького мальчика взял на себя его родной дядя, родной брат мамы, получается, да, его звали Александр Никифорович Гермогенов, Табысхан Кулуба. Он является на тот момент первым головой западного кангаласского улуса. Тоже человек непростой, образованный, как под стать своему отцу, да, Чохоною. Он тоже, богат, скажем так, он тоже меценат, он финансирует открытие школ в городе Якутске. 2 школы были открыты в городе Якутске благодаря его финансовой непосредственной поддержке. Он точно так же развивает образование в своем родном улусе. И как человек набожный, как человек православный, он является постоянным спонсором православной церкви. И вообще, кстати сказать, на тот момент ему было всего 23 года. Вы понимаете, да? В общем, в целом молодой человек, у него там должны быть свои заботы, но он, несмотря на то, что занимает высокий пост, несмотря на то, что у него там свои бизнес-дела, у него там меценатские дела, его общественная жизнь, он все-таки берет под опеку своего племянника Константина и готовит его к взрослой жизни. Первым учителем становится ссыльный грузин, фамилия его была Циликурадзе. Это тоже историки отмечают
отмечают. Человек, который дал первые основы, скажем так, заложил основы образования маленького Кости, он научил его читать и писать, считать научил, подготовил, скажем так, к поступлению в начальное училище. Еще несколько слов хотелось бы сказать о старших братьях Константина, да. Самого старшего звали Василий, он был письмоводителем. Кто такие письмоводители? Это, канцелярские служащие, да, он, по сути дела, производитель. Кроме того, он был учителем в школе, все это дело происходит в Актемцах. На самом деле, есть такая знаменитая в Якутии династия Широких, это династия учителей. Алексей Широких, тот самый известный государственный деятель, чей очередной юбилей мы отмечали совершенно недавно. Этот Широких был наставником Максима Кировича Амосова. Тот человек от революции это недалеко ушедший, на самом деле. Крайне образованные люди. Династия Широких была просто прям большая. Они все учителя-наставники. Вся их жизнь была связана с развитием образования. И, собственно говоря, у истоков стоял как раз Василий, когда женил свою дочь на Алексее Широких. Второй брат, тоже не менее известный человек, Митрофан, точно так же занимался учительством, он народный учитель. И знаменательный факт, он был очень близким другом Николая Чернышевского, который в это время отбывал ссылку в городе Вилюйске. В 1869 году Константин поступает в Якутскую прогимназию. Так сложилась судьба. В прогимназию он встречает своего родственника. Его зовут Георгий Николаевич Слепцов. Его фотография сейчас на вашем экране. К сожалению, нет фотографий самого Константина в его ранние годы. Да? Примерно так же, в такую же форму был одет сам Константин. Что касается, Георгия Слепцова, он, скорее всего, является его двоюродным братом по материнской линии. Вместе они поступают в эту прогимназию. Сам Георгий в 1873 году ее оканчивает и уезжает в Иркутск. Затем, после того, как он уже закончил Иркутское училище, он поступает в военно-медицинскую академию города Санкт-Петербурга, оканчивает ее в 1882 году. И возвращается в Иркутск, и, соответственно, весь остаток жизни Константина он проведет вместе с ним, плечом к плечу, будет свидетелем его трагической гибели, будет соратником по жизни Константина. Потом уже, когда все эти события трагичные произойдут, он отправится на родину, сюда, в Якутию, будет служить здесь. Потом уже в конце 90-х годов, 1890-х годов, он уедет на материк, далеко в Россию, дослужится до чина полковника медицинской службы, и дальше уже след его исторически теряется. Давайте вернемся обратно к ученичеству Константина. Напомню, что в 1869 году он поступает в Якутскую прогимназию. Он уже хорошо подготовлен, он хорошо учится. В период обучения его, естественно, замечают учителя. И первым делом его замечает директор проучилища, Якутского проучилища, Константин Львович Яковлев его звали. В те годы он был инспектором-директором, он сам выпускник Иркутской гимназии, выпускник главного педагогического института в Санкт-Петербурге, филолог по образованию, исторический факультет он там закончил, сам дворянин, дворянского происхождения, он хорошо знает французский язык, преподает его и так далее. И он его замечает и берет над ним шефство, опекунство некое, да, когда, заканчивают обучение в прогимназии в 1873 году. Уже сам Яковлев, Константин Львович Яковлев, получает назначение обратно в Иркутск, в гимназию, в большую гимназию. И, соответственно, он вместе с сыном забирает его с собой в Иркутскую гимназию. Вообще надо отметить, что Константину везет на встречи с хорошими людьми, пока везет, да. Константин Львович Яковлев становится, по сути, ему вторым отцом. Когда они заканчивают с успехом Иркутскую гимназию, так сложилась опять судьба, что Яковлев вместе с семьей переезжает в Санкт-Петербург и забирает с собой Константина. Константин там же поступает в университет, Санкт-Петербургский университет, на физико-математический факультет и начинает учиться. Параллельно он живет у Яковлевых, помогает им по хозяйству. В общем, очень успешно пока складывается его судьба.
Но давайте поговорим о студенческих годах Константина Гавриловича. Он, напомню, учится в Санкт-Петербургском университете, познает точные и естественные науки. Забегая вперед, скажу, что он защитит кандидатскую диссертацию, но сейчас хотелось бы несколько слов сказать об атмосфере, происходившей в Петрограде в это время, в Санкт-Петербурге. Да? Напомню, у престола сидит император Александр II. В это время, в 80-е годы 19 века, на него уже десятки покушений. Народу не нравится, как император, служит. Очень много волнений студенческих происходит в это время в Санкт-Петербурге. И создаются такие революционные кружки. И, собственно говоря, наш Константин Гаврилович окунается в эту атмосферу, проникается ею, заводит себе друзей, впитывает эту идеологию и, по сути, тоже становится народовольцем. Вообще историки достоверно не знают, нигде это не описано, нет никаких исторических фактов о том, что Константин Гаврилович был причастен к террористическому акту, который совершили студенты и убили императора Александра II. Но если мы смотрим по хронологии событий, происходящих в те времена, прикладываем эту хронологию к жизни Константина, то она сходится. Я допускаю, что он имел организаторское отношение к, повторюсь, это всего лишь моя гипотеза, предположение, да, потому что, все очень сходится. И те взгляды, которые он до конца своей жизни пронес, и те события, которые там происходят, они ярко свидетельствуют об этом. Он против императора, даже когда на престол зашел Александр III, он точно так же отзывается о царизме как явлении, да, он такой революционный настроенный молодой человек, и это часть этой истории, поэтому мы ее не могли проигнорировать, и поэтому это предположение мы просто были обязаны сегодня озвучить. Напомню, что 30 мая 1881 года молодой Константин Гаврилович Неустроев оканчивает университет, успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Опыты над влиянием света на гелиотропизм». И уже, собственно говоря, кандидатом наук он выезжает в Иркутск, его туда направляют как молодого ученого. Он возвращается в город своей молодости, город Иркутск и столицу Восточной Сибири, да, и устраивается преподавателем в женскую гимназию, а также воспитателем в мужскую гимназию. Напомню, в мае 1981 года он оканчивает университет, а уже в октябре 1982 года он арестован. Арестован за свои революционные действия. На самом деле, когда Неустроев приезжает в Иркутск, он является основателем кружка народовольческого. Он хороший оратор, он умеет впечатлять людей, и в этот кружок ходит, условно, там половина городской молодежи. Рабочие, учащиеся, студенты. Все посещают этот кружок. Сам Неустроев занимается такой пропагандистской деятельностью. Он тайно публикуется в местной прессе, критикует императорскую власть. Власть как таковую критикует. Он, как истинный народоволец, он за передачу всей власти народу. Собственно говоря, за эту его революционную деятельность в октябре 1882 года его сажают в тюрьму. В июне 1907 года в журнале «Былое» выходит небольшая короткая заметка. Вот что в ней написано. Из членов Иркутского народовольческого кружка пользовался большой популярностью среди учащейся молодежи учитель Константин Гаврилович Неустроев. Уроженец Якутии, он учился в Иркутской губернской гимназии, а затем в Петербургском университете. Окончив его в 1881 году со степенью кандидата физико-математических наук, Неустроев занимался педагогической деятельностью в Иркутске. Он был учителем в женской гимназии и воспитателем мужской гимназии. Константин Гаврилович принимал участие в работе местного народовольческого кружка. Он не мог равнодушно смотреть на томящуюся в тюрьме революционную молодежь и стремился оказать ей материальную помощь и помочь побегам из тюрьмы. Одновременно Неустроев вел революционную пропаганду. Современники характеризуют его скромным, очень способным и трудолюбивым человеком. Сам Неустроев считал себя простым работником революционного дела и был уверен в его победе.
Напомню, в тюрьму его сажают по доносу уголовного арестанта Зельцера. Был такой нехороший человек, значит, он его оговорил. Якобы у него были отношения с политическим заключенным Владиславом Козловским, был такой арестованный, который был причастен к побегу женщин-народовольцев, звали их Богомолец и Ковальская. Вот якобы за то, что он имеет отношение к этому побегу, значит, по сути, оговорили. Оговорили, и вот за это его арестовали и поместили в тюрьму. В тюрьме он находится год, целый год. Что представляет из себя иркутская тюрьма в конце 19 века? Да плюс-минус то же самое, что и сейчас, наверное. Периодические побои, унижения, лишения определенные, да, плохо кормят, медицина никакая. Но хоть дают какие-то бумаги, какую-то литературу, это немножко скрашивает его арестантские будни, скажем так, да. Вот что пишет один из историков: нервы его сильно расстроились, условия тюремной жизни и вечные столкновения с надзирателями страшно его раздражали. Он постоянно настаивал на необходимости протестов. Вообще, он же, я говорю, у него характер революционный, и он, даже находясь в тюрьме, он все время протестует. Вообще, возвращаясь к теме нервов, то, о чем пишет, значит, историк, довольно нервный был Константин Гаврилович, надо сказать, вспыльчивый человек. Мог завестись на ровном месте, как пишут историки. Если мы, например, люди отходчивые, сегодня там побесились, завтра уже нас и как бы след простыл нашего бешенства, то Константин Гаврилович заводился прям как динамо-машина, прям и понесло его, он неделю мог стоять и доказывать свою правоту. Спустя год, когда подошел срок его, есть же определенные сроки содержания в тюрьме, и, собственно говоря, следствие пыталось доказать его виновность, поскольку не было объективных улик и так далее, в том, что он причастен к побегу вот этих девушек, народовольцев, да, то под тяжестью отсутствия улик его, значит, оправдывают. И, по сути, его должны были отпустить. Но он о том, что у него оправдательный приговор, не знает, находится в тюрьме, и в этот момент в тюрьму приходит, опять же, по свидетельствам историков и очевидцев тех событий, да, историки ссылаются на очевидцев тех событий, приходит генерал-губернатор Анучин. В это время в Иркутске генерал-губернатором находится Дмитрий Гаврилович Анучин. Он сенатор, он генерал от инфантерии, такой властный человек, который, боевой офицер, по сути, да, не признающих ничьих авторитетов, кроме своего. Такой. Историки пишут, что у него скверный характер, и он злопамятный, и он вообще, такой... Так себе человек. Так вот, когда наш Константин Гаврилович сидит в тюрьме, приходит не совсем трезвый губернатор Анучин Дмитрий Гаврилович и начинает его стыдить. Он прям подходит к камере, говорит: стыдно, стыдно. Константин на эту провокацию пытается не вестись, отходит в угол камеры, но Дмитрий Гаврилович настаивает, говорит: а ну-ка, Константин Гаврилович, подойди сюда. Тот подходит обратно, и он ему снова: стыдно, стыдно. Тут Константин Гаврилович не стерпел, как даст ему леща, хорошего такого. Что делает Анучин? Анучин щеку так потер, говорят, отошел пару метров, сказал в кандалы его и ушел. Собственно, эта история стала роковой для Константина Гавриловича. В результате вот этой своей несдержанности, импульсивности, импульсивного поступка его приговорят к смертной казни. Казнь состоялась 8 ноября 1883 года, по некоторым источникам 9 ноября, но я склонен доверять к историкам, у которых на руках были архивные документы. Вот они ссылаются именно на дату 8 ноября. Вообще, накануне казни Константин находится в глубочайшей депрессии. Он понимает, что завтра случится непоправимое, его расстреляют, и он философствует на эту тему. Ему дают бумагу, ручку, он пишет предсмертное письмо товарищам, оно довольно обстоятельное. Давайте мы содержание этого письма опубликуем в наших социальных сетях, вы потом зайдите, ссылки на них есть в описании под видео, посмотрите, о чем пишет в последние сутки своей жизни Константин Гаврилович Неустроев. Вообще, напомню, что поскольку Константин человек образованный, не верит в царя и империю, он также отрицает и религию, по сути, хотя воспитывал
воспитывался в очень религиозной семье. Один из его дядей впоследствии становится священником, но, несмотря на это, он православие не блюдет. Даже когда к нему направляют священника, чтобы он причастился перед смертью, он от этого отказывается. Это вообще довольно циничные вещи происходят, но с точки зрения сейчас обывательской, да, даже когда военный врач Глаголев утром заходит за ним, чтобы перед тем, как его расстреляют, обследовать его, зачем это делалось, тоже не очень понимаю, но вот факт остается фактом. Глаголев к нему приходит, говорит: это раздевайтесь, мне вас надо обследовать. Тот его посмотрел, и когда, собственно говоря, его уже повели на казнь, Неустроев отказывается, значит, надеть на себя тулуп, а это ноябрь месяц, он идет в какой-то гимнастерке своей, и врач, значит, над ним еще издевается или подтрунивает, ну или это было в порядке вещей. Он говорит: вы почему тулуп не надеваете? Он говорит: а какой смысл? Он говорит: ну вы же простудитесь. Такие вот странные времена. Так или иначе, приговор привели в исполнение. 8 ноября 1882 года, напомню, это произошло. Во дворе пересыльной тюрьмы Константина приставили к позорному столбу, надели на него сенеж, и, собственно говоря, 20 солдат из казаков расстреляли его по взмаху, значит, командующего расстрелом. И еще одна примечательная историческая деталь. В самом деле, за вот эту пощечину, которую дал, за трещину, которую дал Неустроев Анучину, приговор звучал так. Ну, военный суд вынес решение так: можно и помиловать, по сути, да, ну, не обязательно смертная казнь. Да, наказать надо, но наказание может быть, собственно говоря, заменено на менее суровое, на там бессрочную каторгу, либо там другие какие-то виды наказания, но решение должен был принять непосредственно Анучин. А на самом деле тоже историки ссылаются на определенные документы, и был адъютант у Анучина, который был вправе принимать сам такие решения, но он какой-то слабохарактерный, что ли, мужик оказался, либо боялся взять на себя ответственность, либо он выслужиться таким образом захотел. В общем, он сам пришел к Анучину, а Анучин, собственно, в глубокой обиде находится. Ну, злость его распирает, как это какой-то там сопляк 25-летний меня, 40-летнего генерал-губернатора, за трещину мне дает. Нет, надо в расход. Вот, собственно, такие были времена, такие нравы, и если бы Анучин вообще не пришел в камеру тогда, ничего бы не случилось, потому что, по сути, то деяние, за которое Константин попал в тюрьму, оно было административное, ему бы шпаяли штраф, по-моему, не по-моему, а совершенно точно, значит, ему запретили преподавательскую деятельность на 3 года, его отстранили от учительства в женской гимназии, и он еще был попрат в каких-то, незначительных правах. Но, в конце концов, он был бы жив, и кто его знает, до каких вершин был. Возможно, он бы стал профессором, первым профессором от якутов. Об этом уже, конечно, история ничего не говорит. Так или иначе, казнь состоялась. Последствия этой казни были очень тоже суровые. Буквально на следующий день после того, как стало известно о расстреле Неустроева, в Иркутске начались такие волнения. По городу начали появляться на заборах надписи «Анучин убийца», «Анучин убил невиновного» и так далее. А ворота губернаторского вот этого дома были облиты кровью даже. Вот, то есть такие вот страшные события происходят. В результате, спустя несколько месяцев, когда до императора Александра III доходит весть о том, что губернатора не сильно-то любят, его авторитет в регионе пропадает, и сам он, вместе с ним, соответственно, пропадает и авторитет власти. Вот император снимает его с этой должности. Там официально написано в отпуск, но на самом деле это понижение было, и он уехал, покинул Иркутск. Вообще, изучением короткой, но вот этой вот героической, яркой жизни нашего сегодняшнего героя Константина Неустроева, его революционной деятельности, занималась историк, такая известная московская историк, специализирующаяся именно на политической ссылке в Якутии. Ее звали Клеорина, у нее в помощниках была Малькина. Если вы хотите более детально разобраться в биографии этого нашего сегодняшнего героя, то можно почитать вот как раз исторические монографии указанных историков Клеорина и Малькина.
Завершая сегодняшний выпуск, еще один удивительный факт из биографии нашего сегодняшнего героя. Гениальный писатель Лев Николаевич Толстой, когда узнал, что казнили первого якутского, по сути, революционера Константина Неустроева, он использовал некоторые факты из биографии его жизни, некоторые моменты вот этой вот исторической несправедливости, да, скажем так, он их использовал в образе центрального героя романа «Нет в мире виноватых». Вот на этой лирической ноте мы с вами прощаемся. Напомню, что мы всегда рады вашей активности в комментариях. Пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети. Не забывайте нажимать колокольчик и ставить лайки. Увидимся в следующих выпусках. Пока.